Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем изучать разные вопросы, связанные с подготовкой проекта для участия на какой-либо олимпиаде или конкурсе по робототехнике. И сегодня мы рассмотрим такие важные вопросы, как подготавливать проект, то есть как работать над проектом, план работы по проекту и командная работа. Итак, давайте начнем рассматривать эти моменты. И начнем мы сразу рассматривать, как можно проорганизовать работу над проектом. Работа над проектом состоит из нескольких этапов. Всего этих этапов можно выделить 7. Это выбор темы проекта, изучение предметной области, формирование целей и задач, то есть постановка целей и задач, подбор технологий и материалов, непосредственно сама разработка проекта, апробация проекта и подготовка к выступлению. Но давайте рассмотрим все эти этапы по порядку. Первый этап – выбор темы проекта. Это очень важный, ответственный этап. Потому что во многом успех вашего выступления зависит от выбранной темы, то есть именно от актуальности выбранной вами темы. Поэтому нужно очень хорошо, основательно подойти к этому вопросу, детально изучить существующие на данный момент проблематики, то есть какие есть проблемы в развитии современной науки или техники, какие есть проблемы, к примеру, в плане экологии, социального развития или в каких-то других сферах, какие перспективные исследования необходимо на данный момент проводить. То есть, изучив все эти вопросы, вы можете определиться с какой-либо темой. Также, конечно, имейте в виду, что на многих олимпиадах или выставках тема задана заранее. И то есть нужно выбирать тему в коротком диапазоне существующих проблем. Итак, чтобы выбрать тему, есть несколько критериев, по которым эта тема должна проходить, то есть тема должна соответствовать этим критериям. Итак, проект ваш обязательно должен быть практически и роботизированным. Так как мы рассматриваем робототехнику, то, соответственно, ваш проект должен иметь какой-то прототип робота или хотя бы модель, визуально демонстрирующая то, как будет выглядеть робот. То есть то, что проект должен быть роботизирован, это обязательное условие. Даже если вы используете исключительно программные части, допустим, из системы искусственного интеллекта, в любом случае подготовьте какой-либо макет устройства для демонстрации судейского состава. Следующий критерий. Проект должен быть актуальным на сегодняшний день развития науки и техники. Это значит, что вы в проекте должны использовать самые актуальные технологии и методы разработки проекта. К примеру, если вы хотите написать программу, то используйте один из современных языков, к примеру, Python. То есть писать программу, к примеру, на таком языке, как Pascal, который на данный момент сильно устарел, то есть не следует. Это негативно повлияет на вашу итоговую оценку. То есть нужно обязательно использовать самые современные программные и аппаратные средства для разработки проекта. Следующий критерий. Проект должен быть полезным для экономического, социального или какого-либо другого развития, как в вашем регионе, так и для всего мира в целом. То есть, здесь критерий – это актуальность проекта, его полезность. И последний, четвертый критерий – это желательно применить в проекте смежные области из разных других наук. То есть, к примеру, желательно применить в каком-либо проекте, к примеру, области из химии, из биологии, из экологии, из каких-то других предметов. То есть, чтобы проект в себе объединял знания и различные элементы из многих наук. Это, во-первых, позволит ученикам развить собственные знания, умения и навыки, то есть теоретические материалы, полученные в школе, закрепить их практическими методами при разработке проекта. Во-вторых, это позволит вашему проекту выглядеть более успешным и более конкурентоспособным на какой-либо олимпиаде. То есть если ваш проект будет такой всесторонний и затрагивать много разных вопросов из других наук. Вот такие критерии для выбора темы. Далее, когда вы определились с темой, мы переходим ко второму этапу – изучение предметной области. Что это значит? Это значит, что вы здесь должны очень точно, четко и досконально изучить выбранную вами проблематику. Полностью погрузиться в эту проблему, выяснить все аспекты, причины, взаимосвязи, последствия этой проблемы. Если же вы проводите какое-то исследование, то детально погрузиться в нюансы этого исследования, то есть как это исследование проводится, какое нужно оборудование, то есть какие результаты получите, и то, как и где вы эти результаты в дальнейшем можете применить.
То есть вы изучаете детально проблематику. Параллельно все найденные вами материалы вы оформляете в виде исследования. То есть эти все материалы пойдут в ваше исследование по проекту. Также в рамках этого этапа вторая часть работы – это необходимо найти материалы, что уже было сделано по решению этой проблемы другими научными группами или учеными. Или, к примеру, если вы проводите какое-то исследование, были ли попытки провести это исследование другими научными группами и какими методами проводились эти исследования. То есть вы находите аналоги решения проблемы или аналоги проведения этого исследования, то, как это делалось с другими людьми. И тоже кратко описывайте эту информацию, то есть можете взять графические материалы, к примеру, иллюстрации или фотографии, и кратко описать другие пути и методы решения. Этот этап очень важен. Во-первых, вы узнаете еще более подробно об этой проблеме, узнаете, какие методы применялись уже. Возможно, вы придумаете какой-то новый метод или какое-то новое решение, то есть абсолютно уникальное, что будет очень большим таким положительным плюсом для итоговой оценки проекта. Также, изучив этот материал, вы поймете, как можно построить, к примеру, своего робота, то есть какие технологии, какие методики работы по решению проблематики вы можете применить в своем проекте. То есть тем самым вы более детально погрузитесь в проблему и наметите для себя определенные пути решения, по которым вы пойдете в дальнейшем при реализации проекта. И, как я уже сказал, всю найденную информацию вы должны оформить в виде исследования. То есть это будет первая часть вашего исследования, изучения предметной области. Далее, детально изучив предметную область, мы переходим к третьему этапу. Это постановка целей и задач. На основе всей найденной вами информации вы формируете цели, которые будет решать ваш проект. К примеру, цель – это избавиться или помочь человечеству избавиться от какой-то определенной проблемы. Или, к примеру, цель вашего проекта – провести какое-то исследование, к примеру, исследование других планет, и получить какие-то результаты, которые потом будут дальше применяться. Цели – это такие крупные задачи, которые решает робот, и также вы должны сформировать задачи. Задачи – это уже более мелкие составные части целей, где вы уже конкретно прописываете четко все задачи. Задач может быть много. К примеру, разработать макет, написать программу, протестировать макет, провести эксперименты в таких-то условиях. То есть задача следующая – интерпретировать результаты, то есть провести апробацию проекта и так далее. То есть задач может быть много. То есть вот все мелкие важные шаги – это и будут задачами вашего проекта. Также очень важный момент – необходимо на основе целей четко сформулировать ожидания результатов, какие вы должны получить после апробации проекта. То есть когда проект будет закончен и вы его апробируете, то есть какие результаты вы должны будете получить. Вы это тоже должны четко понимать, четко сформулировать и, соответственно, тоже это прописать в исследовании. Следующая часть третьего этапа. После того, как вы сформировали все цели и задачи, вы должны составить план работы над проектом. То есть это тот план, опираясь на который вы будете проводить всю вашу работу по разработке проекта. Мы предлагаем план составить из двух частей. Первая часть – это первостепенные задачи, то есть основные задачи, и вторая часть – это дополнительные задачи. Сначала вы, конечно же, делаете основные задачи. И если вы все основные задачи выполнили и у вас осталось время, тогда вы можете приступить к реализации дополнительных задач. А если же основные задачи еще не выполнены и время до подготовки к Олимпиаде у вас закончилось, то, соответственно, к дополнительным задачам вам уже тогда переходить не нужно. То есть вам нужно максимально сфокусироваться на основных задачах. К основным задачам относится все то, что наиболее важно для проекта. К примеру, это могут быть такие задачи, как закупить все необходимые материалы, разработать прототип робота, написать программу, создать все электронные компоненты, провести тестирование робота и написать исследования. То есть это вот перечень основных задач. А к дополнительным можно отнести, к примеру, разработку буклетов, провести апробацию на какой-нибудь фокус-группе, к примеру, найти спонсоров для дальнейшей реализации проекта. То есть смотрите, если вы не сделали основные задачи, то есть у вас робот не готов, программа не написана, то, соответственно, дополнительные задачи вам, в принципе, могут и не понадобиться. То есть, соответственно, зачем делать какой-то буклет, если ваш робот, он еще до сих пор не работает. То есть, выступив на Олимпиаде, показав буклет и показав нерабочего робота,
это никакую положительную роль не сыграет. То есть, соответственно, нужно именно делать рабочего робота, а буклет тоже это второстепенное, которое на большинстве олимпиад, то есть даже дополнительно на оценку не влияет. Поэтому всегда фокусируемся на решении основных задач. Также в этом плане вы можете прописать сроки на реализацию каждой из задач. И еще очень важно прописать ответственного участника команды, кто будет отвечать за реализацию этой задачи. То есть, соответственно, что не только он сам полностью решает эту задачу, а он ответственен за ее выполнение. А решать могут и другие участники команды, то есть в составе групп. Таким образом, у вас получится четкий план работы, где каждый участник команды будет видеть, что нужно сделать, в какие сроки, кто ответственен. И постоянно работая над проектом, постоянно обращаясь к этому плану, вы, в принципе, должны будете успеть все сделать вовремя. То есть вы будете смотреть, сколько у вас осталось времени на ту или иную задачу, где необходимо ускориться, где необходимо активизировать работу. И таким образом, то есть опираясь на вот такой вот план, ваша подготовка будет более успешна. А также я хотел сказать, что данный план можно сделать в виде таблицы, начертить ее на маркерной доске или, к примеру, на флипчарте и где-то поставить или повешать в кабинете, то есть чтобы в любой момент времени вы могли видеть данные сроки и данные задачи. Далее мы переходим к четвертому этапу. Это подбор технологий и материалов. Это очень важный, очень ответственный этап, так как от правильной работы на этом этапе зависит то, насколько в дальнейшем ваш проект будет успешен. На всех предыдущих этапах роль учителя была наблюдение и консультации. То есть на этапе выбора темы учитель консультировал, чтобы помочь ученикам выбрать правильную тему. На этапе сбора информации и изучения проблемной области учитель только лишь наблюдал, то есть ученики должны это выполнить все самостоятельно. На этапе постановки целей и задач учитель тоже наблюдает, если нужно, консультирует, чтобы тоже цели и задачи были сформулированы и поставлены правильно. И на четвертом этапе, это подбор технологий и материалов, здесь роль учителя именно руководство. Дело в том, что ученики в силу недостаточного опыта в разработке проектов еще не могут самостоятельно правильно и точно определить, какие материалы и технологии необходимо подобрать для успешной реализации проекта. Поэтому на этом этапе учитель берет полное руководство в свои руки и точно и четко ученикам говорит, что и как нужно взять, что и как нужно делать. То есть роль учителя – это именно руководящая роль. Итак, в чем же суть подбора технологий и материалов? Дело в том, что существует множество разных робототехнических конструкторов, множество разных методик создания деталей и конструкции робота. И не все из этих методик и не все из этих конструкторов позволяют создать сложного технологичного робота. Вот, к примеру, у нас есть два робота. Один собран из Лего, а один собран и напечатан на 3D принтере. Давайте на примере рассмотрим подбор правильных и неправильных технологий. Смотрите, коллеги, перед вами два проекта. Это проекты в космической сфере. Это прототипы спутников. Один из спутников – это вот этот вот верхний спутник. Здесь мы можем видеть, как подобраны неправильные технологии для реализации проекта. А вот это прототип еще одного спутника. Здесь уже совсем другой вариант подбора технологий, более правильный. Давайте подробнее рассмотрим. Смотрите, коллеги, касательно конструкции робота. У этого прототипа вы видите, что корпус проекта, то есть корпус спутника, сделан из деталей Лего. Во-первых, это смотрится некрасиво. То есть вы видите, какая плохая эстетика у проекта. В то же время это абсолютно неустойчиво. То есть корпус, он весь шатается, потому что у деталей Лего, в принципе, устойчивость при соединениях очень слабая. Поэтому корпус неустойчив. То есть при переносе проекта он даже может просто развалиться. И другой вариант. То есть это вот нижний спутник. Здесь корпус сделан, основа из вот таких вот алюминиевых реек, в результате чего, во-первых, и выглядит это намного красивее, и в то же время это очень получилась прочная деталь. То есть деталь очень прочная, она совершенно не шатается, ничего не болтается. При переносе тоже у нас ничего не сломается, все очень хорошо и прочно сделано. В то же время для изготовления внутренних механизмов применена технология 3D-печати. То есть вот можете видеть все цветные детали.
То есть вот синие детали, красные детали, они все напечатаны на 3D принтере. В результате у нас очень красивый вид, то есть очень хорошая эстетика и очень хорошая прочность конструкции. То есть вот наглядный пример. Плохо подобранные технологии и хорошо подобранные технологии. Также еще можно отметить, у этого робота в качестве двигателя подобраны вот такие вот слабые двигатели от Arduino. Эти двигатели очень слабенькие, поэтому для того, чтобы проект работал, здесь вот применено аж два двигателя. То есть здесь у нас один двигатель, и здесь вот стоит второй двигатель, который будет двигать вот этот механизм. Это тоже неправильный подход подборки технологий, потому что двигатели слабые. А вот у этого прототипа робота здесь вот стоит двигатель, который у нас более мощный и который один с легкостью справляется с движением механизма. Поэтому тоже вот можно обратить внимание, что правильный подбор двигателей очень сильно повлияет на дальнейшую работоспособность проекта. И, соответственно, проект с более сильными двигателями будет менее отказоустойчив, потому что двигатели будут полностью справляться с необходимой нагрузкой. Также у обоих этих прототипов спутников есть такие специальные захваты, которые должны будут улавливать мусор, космический мусор. У верхнего робота захват сделан тоже из деталей Лего. То есть вот обратите внимание, у нас полностью корпус захвата изготовлен из деталей Лего, что опять-таки является вариантом неправильного подбора технологий, потому что детали Лего, они болтаются, во-вторых, они вот, видите, легко отсоединяются, и у нас все ломается. То есть детали Лего для создания корпусов, то есть вообще не вариант, то есть все болтается, отсоединяется и выглядит тоже некрасиво. И вот другой вариант, то есть захват сделан из деталей, напечатанных на 3D принтере. Здесь у нас у захвата все закреплено очень плотно. И захват тоже у нас механика хорошо работает. То есть вот так работает захват. Ну, конечно, он до конца еще не доделан. То есть у нас, во-первых, прочность конструкции, во-вторых, также у нас очень хорошая эстетика. То есть захват выглядит красиво, выглядит технологично, то есть в отличие от вот этого варианта. Коллеги, вот такие вот моменты касательно правильного и неправильного подбора технологий. То есть это влияет как на прочность, как на технические возможности, так и на красоту, на эстетику проекта. Возникает вопрос, как же правильно подобрать технологии, а именно робототехническую платформу, на основе которой будет разрабатываться проект. На рынке существует огромное количество самых разных робототехнических платформ. Мы их разделили на 3 категории. На основе этого списка можно как раз-таки подобрать себе ту платформу, на основе которой вы можете работать. Первая категория – это простые и дешевые платформы. Это такие платформы, как Lego Education, Tetrix, Matrix и Make It Block. Они не очень дорогие, но в то же время достаточно простые. На их основе будет сложно сделать хорошего технологичного робота, то есть сложный робототехнический проект будет сделать достаточно сложно, поэтому мы их использовать не рекомендуем. Следующая группа – это сложные и дорогие платформы. Это такие, как VEX, Bioloid и Aldebaran. Это очень сложные платформы, у них большое количество всевозможных возможностей в технологическом плане, но в то же время они очень дорогие. То есть далеко не каждое учебное заведение может их себе позволить, а уж тем более говоря просто о учениках. Поэтому эти платформы мы тоже не рассматриваем. И последняя категория – это сложные и дешевые. Это такие платформы, как Arduino, всем известная, Raspberry Pi, тоже многие про нее слышали. И еще одна платформа – это STM32. Эти 3 платформы, они дешевые, то есть их, в принципе, любой ученик может купить, потому что там стоимость до 50 тысяч одного набора. То есть вполне можно приобрести один набор для разработки проекта. Также их может купить любое учебное заведение, и в то же время они достаточно сложные, чтобы построить сложные робототехнические системы. То есть у всех этих наборов большое количество входов-выходов, огромнейшее количество всевозможных датчиков и исполнительных устройств. И что самое интересное, все они взаимоподходят друг к другу. То есть любые детали от Arduino могут подойти к Raspberry Pi и точно так же могут подойти к STM32, то есть полная совместимость.
Поэтому эти платформы самый идеальный вариант для разработки робототехнических проектов. Я хотел бы немножко остановиться на такой платформе, как STM32. Это современная микропроцессорная плата для разработки робототехнических систем. Она является уже профессиональной. На ее основе собирается множество всевозможных реальных практических устройств, которые продаются уже на рынке. К примеру, 3D-принтеры, ЧПУ-станки и многие другие устройства. У нее очень хорошие технические показатели, то есть большой объем памяти, высокая скорость работы. То есть она намного превосходит платы от Arduino, и в то же время она не очень дорогая. То есть вы можете задуматься об начале работы именно на основе этой платы. То есть она позволит вам создать сложные проекты. Еще у нее очень высокая степень отказоустойчивости, то есть она намного надежнее, чем плата Arduino. Второй вопрос к подбору технологий. Подбор технологий еще зависит сильно от возраста учеников, потому что не каждый возраст может работать с той или иной платформой. Я на основании своего личного опыта разделил эти платформы на 4 группы, соответственно, по возрастам. Итак, ученики дошкольных учреждений и ученики до 3 класса. Здесь, конечно же, придется использовать платформу Lego Vidu, потому что маленький возраст учеников не позволит им работать с чем-то более сложным, потому что там нужно знание физики и знание сложного программирования, а платформа Vidu специально разработана для малышей, она очень хорошо подойдет для этого возраста, и на основе нее тоже можно создавать интересные и очень такие хорошие проекты. Следующий возраст – это начальная школа и ученики до 8 класса. Здесь, конечно же, лучше всего подойдет платформа Lego Education EV3 или какая-то наподобие этой платформы, допустим, более ранняя NXT или более современные версии платформы Lego Education. Эта платформа прекрасно в себе сочетает как обучение инженерии, так и обучение программированию. То есть на этой платформе можно создавать сложные, интересные проекты роботов, и как раз таки можно очень хорошо обучиться именно основам робототехники, то есть основам программирования и основам конструирования. Итак, следующая группа – это ученики с 8 по 10 класс. Здесь уже желательно перейти на такую платформу, как Arduino. Ну, хотя еще также можно работать и на Lego. Но Arduino более предпочтительно, так как ученики уже прошли физику, у них есть понимание в области радиоэлектроники и механики, что очень пригодится при работе с платой Arduino. Arduino – это очень высокотехнологичная плата, которая позволит создавать очень сложных роботов, то есть уровень Arduino на конструкторах Lego в принципе недостижим, то есть Arduino намного выше. И как раз таки ученики этого возраста с легкостью будут работать с этой платой и смогут создавать различные сложные робототехнические системы. Итак, следующая группа – это ученики 11-12 классов, студенты вузов и также, в принципе, все взрослые, кто хотят работать над робототехникой. Это такие платформы, как Raspberry Pi, STM32, а также здесь уже необходимо изучать машинное зрение и нейронные сети. То есть мы уже говорим об искусственном интеллекте. Здесь идет сложное программирование на таких языках, как Python, Java, C++. Здесь необходимо уже хорошо разбираться в физике, в радиоэлектронике, хорошие знания в механике. И на основе этих плат, на основе этих технологий можно создавать не только студенческие проекты, а уже реальные практические коммерческие проекты, которые просто будут в дальнейшем уже реализовываться на практике. То есть можно работать уже над стартапами. Ну что ж, вот такое вот разделение по возрастам. Мы поговорили о робототехнических платформах как о вариантах использования технологий. Также мы должны поговорить о том, как создавать конструкции роботов, различные механизмы и корпуса. Здесь тоже есть несколько разных технологий. К примеру, вы также все это можете собирать из роботов Lego. Но как уже мы рассмотрели, Lego для разработки проектов это совсем вообще не вариант. Мы предлагаем две других технологии. Технологии 3D-печати и технологии резких деталей на ЧПУ-станках. Но ЧПУ-станки достаточно дорогая технология, в то же время не сильно распространена, поэтому все-таки мы отдадим предпочтение технологии 3D-печати. Сейчас на рынке существует большое количество технологий 3D-печати. Мы рассмотрим две самых наиболее популярных именно для домашнего и учебного использования в школе. Это технология печати FDM и технология печати SLA.
SLA, она в принципе более дорогая, в то же время детали получаются, хотя и сильно детализированные, но в то же время хрупкие. Поэтому все-таки SLA для разработки проектов лучше не использовать. А использовать нужно технологию печати именно FDM. FDM – это технология печати на основе пластикового прутка, то есть на основе пластика. Еще эту технологию печати называют экструдерной, потому что в основе принтера у нас находится экструдер, который плавит пластик и послойно наплавляет пластик на рабочий стол. Таким образом формируется трехмерная модель. Особенность этой технологии в том, что на рынке существует огромнейшее количество различных видов и вариантов материала для печати. Материалов очень много, с разными цветами и разными физическими свойствами. Давайте вкратце их рассмотрим. То есть есть такие пластики, как ПЛА. То есть они созданы на основе молочной кислоты из растительных продуктов, то есть из кукурузы, сахарного тростника, из сахарной свеклы. Он экологически безопасный и имеет хорошие технические свойства. Пластик АБС, созданный из нефтепродуктов, тоже достаточно распространен. Его преимущество в том, что можно получить очень такие блестящие глянцевые поверхности после обработки ацетоном. Есть пластик PG. Это очень хороший прочный пластик. Стоит он так же, как АБС и ПЛА, но у него отличная черта тем, что он очень прочный. И то есть мы рекомендуем в дальнейшем вам печатать именно пластиком PG. Также есть различные варианты полупрозрачных пластиков, пластики, которые светятся в темноте, пластики, которые имеют такую глянцевую шелковую поверхность. Есть гибкие пластики, к примеру, как пластик ТПУ, которые можно использовать как для создания каких-то гибких изделий. Есть пластики, имитирующие резину, то есть полученная деталь, она почти что как настоящая резина, то есть она гнется и тянется. Есть пластики, которые могут светиться в темноте. Есть пластики с дополнительными наполнителями, к примеру, наполнителем из металла или наполнителем из дерева, которые имитируют, соответственно, текстуры древесины или металла. Есть пластики, которые могут растворяться в воде, к примеру, это ПВА-пластик. Есть только проводящие пластики, пластики магнитные, пластики под карбоновое волокно и большое количество еще других различных видов пластиков. То есть, как видите, наборов материалов очень много, то есть можно создавать самые сложные интересные проекты, используя различные вариации всех этих материалов. Теперь давайте рассмотрим, какие возможности в разработке проектов нам предоставляет технология 3D-печати. Вот обратите внимание, здесь у нас есть вот такая вот модель робота. Это робот на гусеничной основе. Это тоже космический проект, предназначен для проведения исследовательских миссий, к примеру, на Марсе. То есть у робота есть вот такой вот ковш-лопата, есть буровая установка, есть гусеничное высокопроходимое шасси и другие различные механизмы. То есть обратите внимание, во-первых, на вот эти вот красные детали, которые здесь у нас присутствуют. Все эти красные детали были напечатаны на 3D принтере. Это позволяет, во-первых, создать хорошую эстетику проекта, потому что проект визуально он такой красивый, все механизмы хорошо сделаны. Во-вторых, печать деталей на 3D принтере позволяет создавать самые сложные механизмы, которые нельзя было бы сделать каким-то другим путем. К примеру, вот эта буровая платформа, которая у нас имеет, здесь вот у нас есть бур, и этот бур может опускаться, подниматься. У нас здесь есть детали конструкции, опускающиеся каретки, где стоят подшипники, различные винты, направляющие. То есть с помощью печати на 3D принтере очень удобно делать вот такие вот механизмы. В то же время лопата. То есть у нас здесь вот есть различные крепления, где закреплены механизмы лопаты. То есть у нас здесь вот установлены электромоторы, сделаны корпуса для моторов, крепления подвижные, различные шарниры, различные ограничители, детали корпусов, петли. То есть это все сделано на 3D принтере, и это позволяет создавать сложные механизмы. Или, к примеру, еще другие варианты разработки проектов. Вот еще один робот, который сделан на гусеничном шасси. Обратите внимание, вот эти вот гусеницы, они полностью напечатаны на 3D принтере. Также по подбору технологий. Рама сделана из вот такого вот алюминиевого уголка. Это позволяет создать очень прочную, в то же время очень легкую конструкцию. К этому уголку прикреплены
основы, на которых у нас вращаются гусеницы, крепления для электромоторов и, соответственно, сами гусеницы. Все детали полностью напечатаны, начиная от траков гусеницы и заканчивая катками, которые крутят саму гусеницу. И получается создать вот такой вот проект. Также вот есть еще один проект, это вот такой вот катер, который должен плавать по воде. Здесь тоже многие детали напечатаны. То есть у нас корпус сделан из алюминиевого уголка, что позволяет создавать прочность для всей конструкции. В то же время различные пластиковые детали, такие, к примеру, такие, тоже распечатаны на 3D принтере. Здесь у нас есть вот такой большой корпус, где у нас вращается тяговый винт. То есть корпус распечатан и собран. Это позволяет создавать конструкцию проекта. То есть, как вы видите, тоже проект он такой прочный и в то же время красивый. Ну и, конечно же, технологически сложный, потому что у нас здесь есть разные механизмы. После того, как мы определились с необходимыми нам материалами и технологиями, мы переходим к следующему этапу. Это разработка проекта. Это самый длительный и обширный этап, потому что на этом этапе вы полностью создаете всего вашего робота. Роль учителя здесь это наблюдение, консультация, ну и, соответственно, тоже помощь. Разработку проекта можно, в свою очередь, разделить на несколько внутренних этапов. Это разработка концепции робота. То есть вы обсуждаете то, как будет выглядеть ваш робот, какие механизмы и узлы у него будут. Далее вы моделируете эти механизмы в трехмерной программе и потом печатаете все детали на 3D принтере. Потому что технология 3D печати наиболее удачно подходит для разработки проектов по робототехнике. Ваши проекты будут как технически сложными, так и внешне эстетически очень красивыми. Далее, то есть вы собираете конструкцию робота из отдельных элементов, то есть создаете робота, все скручиваете, подключаете, создаете электронные компоненты, то есть подключаете платы, подключаете датчики и так далее. Разрабатываете, пишите компьютерные программы для ваших роботов. Также параллельно вы работаете над исследованием, пишите исследования. Разрабатываете различные графические иллюстративные материалы, которые будут отображать принципы и схемы устройства как самого робота, так и отображать принципы работы робота в практических условиях. Данные схемы и чертежи очень выгодно смотрятся в исследовании, потому что достаточно просто на них взглянуть, и сразу же становится понятно то, как будет работать ваш робот, то, для чего предназначен ваш проект. То есть судьям на олимпиадах не нужно будет читать большой объем материала, чтобы понять, как работает ваш робот. То есть достаточно просто посмотреть на схемы и чертежи. Также подобные иллюстративные материалы очень положительно влияют на итоговую оценку, потому что судьи видят, что вы подошли к проекту очень серьезно, то есть вы ученики, творческие личности, которые творчески подошли к проекту, то есть максимально хорошо подготовились, то есть разработали различные графические материалы, чтобы все было представлено в наиболее выгодном свете. Далее, на этапе разработки проекта вы разрабатываете какие-то дополнительные программные средства, допустим, мобильное приложение, сайт, чат-бот или что-то другое. Проводите тестирование отдельных механизмов и узлов вашего робота, то есть как работают механизмы по отдельности. То есть когда ваш робот уже разработан, по отдельности все протестировано, исследование написано, вы переходите к следующему этапу, шестому – апробация проекта. Здесь имеется в виду, что ваш проект должен быть практически испытан в реальных практических условиях или в лабораторных условиях, максимально приближенных к практическим. Вам нужно проверить, как ваш робот работает уже полностью в готовом собранном виде. То есть полная работа, полная проверка всей работы робота. Или также под апробацией понимается это внедрение робота в реальные практические условия и тестирование какой-то определенной фокус-группе. К примеру, если ваш проект имеет какие-то социальные функции, то есть предназначен для решения какой-то социальной проблемы. Или же если ваш проект нацелен на проведение какого-то исследования, то, соответственно, вы проводите это само исследование, то есть реальные практические условия применения ваших роботов. После апробации у вас получатся какие-то результаты работы вашего робота или результаты проведенного вами исследования. Далее вы проводите сравнение и анализ полученных вами результатов с теми результатами, которые были запланированы на этапе постановки целей и задач. То есть соответствуют результаты запланированным или не соответствуют. Результатом этого могут быть соответствие. Если все правильно, вы переходите к следующему седьмому этапу.
Если же результаты не соответствуют, значит что-то пошло не так, где-то есть ошибка. Вам необходимо провести анализ проблемы, то есть анализ этой ошибки, провести полную рефлексию всей проделанной работы. В результате вы придете к каким-то выводам касательно ошибки. Надо сказать, что здесь роль учителя – это наблюдение, консультация. И если ученики самостоятельно справиться не могут, то, конечно же, помощь. Итак, после проведенного анализа ошибки, после поиска решений у вас может быть 3 вывода. Первый вывод – это неправильная интерпретация полученных данных. Это, так скажем, самая такая щадящая ситуация, потому что неправильная интерпретация данных решается просто тем, что вам нужно еще раз посмотреть на данные, переосмыслить. Возможно, вы просто неправильно их получили, провести еще раз эксперименты и, соответственно, интерпретировать данные правильно. И возможно, что тогда все запланированные цели и задачи будут выполняться. Это требует минимальное количество времени и минимальной затраты ресурсов, то есть правильная интерпретация данных. Но могут быть и более глубокие ошибки. Ошибки могут быть в инженерной части, то есть в проблеме с конструкцией, или же в программной части, то есть в неправильной работе программы. Здесь вы анализируете конструкцию, анализируете программу, и если нужно, вы производите изменения, то есть, соответственно, конструкция или изменение программы. То есть возвращаетесь на 5-й этап – разработка проекта. Здесь у вас может понадобиться некоторое количество времени, то есть что-то, возможно, придется переделать, но в итоге вы все-таки придете к правильной работе робота. И последний вариант исхода решения ошибки – это самый такой негативный вариант – это проблемы с выбранными технологиями. Это значит, что на 4-м этапе подбора технологий вы что-то сделали неправильно, выбрали неправильные технологии, в результате ваш робот работает совершенно неправильно, и вы не можете достичь желаемого результата. Это самая сложная задача, потому что в этом случае вам придется подбирать новые технологии, а следовательно придется почти что полностью переделать весь ваш проект. На это может уйти огромное количество времени и затрат ресурсов. Поэтому, как я уже говорил ранее, на 4-м этапе нужно очень ответственно подойти, чтобы правильно подобрать необходимые технологии. К примеру, такой практический пример. Вам нужно сделать робота, который, к примеру, будет копать грунт и брать образцы. Вы взяли мотор от Lego и сделали на основе Lego, но в результате практических условий оказывается, что мощности моторов Lego и каркас из Lego в принципе вообще не подходят для того, чтобы в реальных практических условиях взять образцы грунта. Моторы слабые, детали пластиковые ломаются и ничего не работает. Соответственно, проведя анализ проблематики, вы приходите к тому, что вы подобрали неправильные технологии. Слабые моторы, слабые детали. И вы должны вернуться обратно на 4-й шаг – подбор новых деталей, подбор новых технологий. Результатом могут быть мощные моторы, которые уже работают от платы Arduino, и металлические детали. Но это говорит о том, что вам придется полностью переделать весь проект. То есть вы потеряете огромное количество времени и огромное количество ресурсов. Поэтому очень внимательно отнеситесь к каждому этапу разработки проекта. То есть каждый этап, он очень важен. То есть можете опираться на эту схему, чтобы правильно разработать ваш проект. И если же ваши результаты совпадают с запланированными, мы переходим к последнему этапу. 7-й этап – это оформление проекта и подготовка к выступлению. Здесь есть тоже несколько пунктов, которые вам обязательно нужно выполнить. Первое – это оформление проекта. Подготовьте баннеры или постеры для вашего проекта. На баннерах могут быть как декорации, какие-то фоны, на фоне которых будет находиться робот, или же также может быть информация о вашем проекте, которую судьи могут прочитать, просто подойдя к вашему проекту и взглянув на эти баннеры. Подготовьте буклеты и флаеры с информацией о вашем проекте, которые вы будете выдавать судьям и, в принципе, всем желающим, допустим, журналистам. Подготовьте декорации для проекта, то есть какие-либо условия, чтобы ваш проект выглядел, как будто бы вы в действительности его испытываете где-то, к примеру, на Марсе, если у вас это марсоход. Это будет очень эффектно выглядеть и тоже положительно скажется на итоговой оценке вашего проекта. Подготовьте отчетный видеоролик небольшой, где будет описываться то, как работает ваш робот. И также подготовьте хорошее качественное исследование. Красиво его оформите, добавьте различных графических элементов и материалов.
То есть текста желательно не очень много использовать, а побольше все-таки сделать различные инфографики, различных схем, графиков и иллюстраций. Также вам необходимо подготовиться к выступлению. Что нужно сделать? Во-первых, необходимо написать сценарий выступления на заранее запланированное время согласно регламенту вашей определенной олимпиады. Необходимо провести репетицию выступления. Необходимо провести репетицию демонстрации робота. То есть четко все отработать, кто что говорит, кто что показывает, кто включает робота, кто подносит какие-то реквизиты для работы робота, то есть кто следит за работой программы и так далее. Если ваш проект объемный, подготовьте, прорепетируйте сборку-разборку робота, то есть это тоже очень важно. Отработайте все вопросы, которые могут вам задать судьи после защиты. Отработайте нештатные ситуации, которые могут возникнуть. К примеру, ударилась программа, разрядился аккумулятор, то есть кто быстро все сделает, кто из учеников быстро все заменит, кто быстро загрузит новые программы и так далее. Продумайте корпоративный стиль, то есть это, возможно, форма одежды, возможно, какая-то спецформа для демонстрации робота, возможно, это одинаковые корпоративные бейсболки у вас будут и так далее. Продумайте и возьмите с собой все необходимые запасные части, которые могут вам понадобиться. К примеру, запасной USB кабель, запасной аккумулятор, бэкап всех программ и так далее. И также продумайте транспортировку проекта, если ваш проект огромный. Ну что ж, на этом все этапы работы над проектом мы рассмотрели. То есть у нас получилось 7 этапов. Если строго идти по этим этапам, строго выполнять все критерии, вы с легкостью сможете сделать хороший проект и успеете вовремя подготовиться, то есть вовремя хорошо все продумать, отрепетировать выступление и подготовить успешную демонстрацию. Ну и еще на чем мы хотели остановиться, это, конечно же, командная работа. Для успешной работы над проектом очень важна именно командная работа в вашей группе учеников. Чтобы этого достичь, есть множество различных методик, психологических тренингов, как создавать такую хорошую командную, хорошую дружескую атмосферу в вашей команде. Ну, здесь мы хотели бы сказать несколько моментов. Во-первых, старайтесь, чтобы в вашей группе учеников всегда царила дружественная обстановка, то есть чтобы все ученики друг другу были друзьями. А для этого, как во время работы, так и после работы, старайтесь сохранять такую неформальную обстановку в вашей группе, чтобы все ученики, они были друзьями, и чтобы вы сами тоже были для ваших учеников тоже как друг. Устраивайте различные мероприятия, как во время работы можно делать такие небольшие мероприятия, так и после работы. То есть проводите какие-либо совместные игры, тренинги для сплочения команды. Также для снятия усталости и снятия напряжения. То есть совместно выбираетесь, к примеру, на природу или делаете, устраиваете, к примеру, какие-нибудь там походы по городу, совместные походы в кино или в какие-то другие места. То есть это все создаст в вашей команде благоприятную, дружественную обстановку. Также еще один очень важный момент. Вы должны каждому участнику очень четко объяснить, кто какие цели и задачи выполняет, то есть кто ответственен за какие цели и задачи по разработке робота. Также, чтобы ученики четко понимали время, за которое необходимо решить эти задачи, и также четко понимали степень своей ответственности для полной разработки проекта. То есть то, насколько важна его работа для успешной подготовки всего целого проекта. То есть, понимая это, каждый ученик будет стараться сделать все максимально правильно и быстро, так как, понятно, что никто не хочет подводить команду, то есть, чтобы из-за его неправильной работы, то есть вся команда пострадала из-за того, что проект не был подготовлен. А еще вот такое вот четкое разделение и четкое понимание каждому учеников своих задач позволит в дальнейшей работе избавиться от таких многих негативных моментов, когда какой-то вид работы просто никто не сделал. То есть каждый его перекладывал на другого, думая, что это не он будет делать, а другой ученик. И в результате, что какие-то виды работы вообще в принципе не были сделаны. А времени уже нет, и делать их некому. Поэтому четкое разделение задач, оно позволит избежать все эти моменты. Также я еще хотел сказать о нормировании нагрузки и нехватке времени. Мы с вами говорили о мотивации учеников, то есть как замотивировать ученика к самостоятельной работе над проектом, к самостоятельному обучению. Но бывают иногда такие случаи, когда
ученик становится слишком мотивированным и полностью с головой погружается в работу. Это тоже достаточно такой негативный момент, потому что он может, полностью погрузившись в работу над вашим проектом, забыть про другие важные дела, которые он должен сделать. К примеру, забыть об основной учебе или забыть о каких-то других своих увлечениях, что тоже неправильно. Поэтому вы, как тренер, постоянно должны следить за несколькими параметрами для каждого ученика, то есть индивидуально для каждого ученика должны следить за его эмоциональным состоянием, то есть какое у него самочувствие, какое у него здоровье, какое у него эмоциональное состояние. То есть вы должны отслеживать такие моменты, как успевает ли он по школьным предметам, то есть хватает ли у него времени, чтобы выполнять все задания по школьной программе. То есть, возможно, если он не успевает, вам нужно его немножко освободить от своей работы, чтобы он там все сделал, или же поговорить с учителями, чтобы они, возможно, дали какие-то другие задания, какой-то другой предметной области их предмета, чтобы ученик смог и по учебе все сделать, и тоже, конечно же, работать над вашим проектом. Также вам нужно следить, чтобы у учеников были и какие-то другие интересы. То есть, чтобы ученики занимались в каких-то спортивных секциях, к примеру, ходили на хореографию, занимались языками или так далее. То есть, чтобы у учеников были другие увлечения. Чтобы дети развивались всесторонне, то есть, имели различные интересы в различных областях. Также необходимо следить, достаточно ли у учеников время для отдыха. Бывает такое, что ребята сильно увлечены и совсем забывают про отдых. Это, конечно же, очень негативно повлияет на их здоровье и самочувствие, что может привести к заболеванию ребенка и, соответственно, его выбыванию из команды. И проект может быть не подготовлен. Поэтому обязательно следите за здоровьем ребенка, то есть какое у него самочувствие. Возможно, даже вам придется позвонить родителям и им указать на какие-то моменты согласно его здоровью, то есть чтобы ученик был в хорошем самочувствии. Также во время работы над проектом в школе делайте периодические разминки, чтобы ученики отдыхали как физически, так и умственно, то есть от какой-либо сложной монотонной работы при разработке проекта. Для того, чтобы в группе была хорошая эмоциональная обстановка, проводите как можно больше времени вместе, не только на уроках, но и за пределами школы. То есть устраивайте различные выездные мероприятия. То есть я из своего личного опыта могу сказать, что мы часто с учениками делаем какие-то выезды на природу, которые позволяют, так скажем, сплотить и объединить нашу команду для успешной подготовки проектов. Ну что ж, дорогие коллеги, на этом мой рассказ о том, как подготовить проект, заканчивается. Надеюсь, вам было все понятно. Также мы еще рассмотрим такие вопросы, как работать с различными инструментами и некоторые моменты по технике безопасности. Ну а сейчас спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.